Татьяна, дайте, пожалуйста, нагавки на Коко. Где они лежат? Лошадки у нас чистятся 2 раза в день перед работой и после работы, чтобы не были они у нас потные, грязные, мы их чистим. Вот это скребочек у нас, мы им шоркаем лошадку все полностью, шею, ножки, спину, все шоркаем. Вот это у нас смахивать, потом мы смахиваем. Также для лошадки это не только очистка, но и как массаж. Ей это нравится. Мы раскрючковываем лошадке каждую ножку. Подхожу вот так и прошу ножку. Вот она мне дает, и я раскрючковываю. Туда достаю всю грязь, все, что не нужно. Вот так должна быть копытка чистая. Чтобы у нас копыта были увлажненные, не сухие, мы также за ними ухаживаем. У нас есть специальная мазь для копыт, и вот мы ее на копыта наносим. Но, девочка, Калан, да? Молодец. Здравствуйте, меня зовут Галимов Ринат. Я являюсь мастером спорта международного класса. Также являюсь старшим тренером по конному виду спорта конкур. Сегодня бы хотелось рассказать о нашем герое, это Коко Пала. Он галштинской породы, куплен на аукционе в Германии. Победитель первого этапа Кубка мира Евразийской лиги в городе Ташкенте. А также это в 2021 году. Также в 2019 году он становился победителем этапа Кубка мира в городе Алмате. С Коко Пала мы работаем уже на протяжении 6 лет. Вот, это такое достаточно длинное время, чтобы подготовить лошадь к международным турнирам. Характер обычно у таких лошадей, он покладистый, он легко поддается дрессуре. Он очень любит человека, любит общаться, видите, он вообще не отходит. Любит сахар, морковку, потому что он знает, что его всегда чем-то угостят. Потом надо очень важно еще... Что идти кормить? Вот ты там кормишь. Рядом. Тоже. А ты вот это давала? Нет. Да, так кормите, да? Да. Рысью есть? Рысью нужно ездить вот так вот. Это называется облегченная рысь, а это учебная. Меня зовут Антонина, я занимаюсь конным спортом 4 года, я занимаюсь выездкой, я езжу на Жизель и на Сагите. И как ты общаешься, какие у вас взаимопонимания с лошадью? Я очень люблю лошадей, стараюсь с ними быть вежливыми, чтобы они отвечали мне тем же. То есть я никогда не позволю себе ударить лошадь. Я очень их люблю и уважаю так же, как и людей. Спокойней, спокойней. Умничка, умничка, хорошо, молодец.
Для каждой лошади индивидуальный подход. Вот, скажем, вот эти две лошади, это молодые пятилетние перспективные лошади. Значит, вот для них вот такой мы сейчас провели определенную такую разминку. Сейчас они будут прыгать по-настоящему. То есть, да, то есть задача такая, там преодолеть барьер, сделать ровных 6 галопов и преодолеть вот этот барьер. Если говорить про меня, да, я здесь, во-первых, жил рядом, очень рядом, за забором. Потом у меня отец привел меня в конный спорт, мне было 9 лет. Да, почему он меня привел? Потому что он сам был конником, он мастер спорта международного класса СССР, чемпион Советского Союза, призер чемпионата Европы в командном зачете. И он меня привел, и получается все детство, все, я был с ним, то есть вот в этом виде спорта. Да, мне стало интересно, я всегда часто ходил, будучи до школьного возраста, всегда ходил с отцом, всегда занимался, то есть он мне позволял, если есть спокойная лошадь, то есть с ней общаться, чистить, там ухаживать, пасти, травку давать, вот как сейчас у нас много детей приходят. Вот, также мне отец, я с ним ходил, позволял, вот, и так потихонечку я стал ездить. У нас по сей день и со времен Советского Союза есть учебные группы, куда детей приводят. И также он меня привел в учебную группу, я начал вот с нуля познавать этот вид спорта, и вот так и остался. Сейчас вот до такого уровня дорос это. Вы знаете, через меня прошло очень много лошадей. Какая моя задача? Да? Вот, моя задача, значит, подготовить лошадь для определенного спортсмена. То есть приходят, значит, вот спасибо большое, да, я хочу сказать, это Садыру, Мамытову Садыру, директору школы, что вот он так сохранил школу, не только сохранил, она еще у нас и развивается, у нас много лошадей, покупается, привозится, все это, создаются вот лиги, да, где мы можем выезжать и действительно зарабатывать путевки на Олимпийские игры, на финалы Кубка мира. Это очень такая большая проделанная работа, да, огромная благодарность вот им, Федерации конного спорта, за ту возможность, которую они предоставляют не только, скажем, спортсменам, профессионалам, да, также очень большое внимание уделяется детскому виду спорта. Также у нас выделяется огромное внимание не только преодолению барьеров, у нас еще такая есть дисциплина, как выездка. Там тоже очень много детей. Каждый год вывозится за рубеж, выступают, зарабатывают хорошие награды, медали всегда. Вот наша сборная, благодаря Мамытову Садыру, она вот сохранилась в том виде, в котором сейчас есть. О задаче, да? Значит, моя задача состоит в том, чтобы подготовить, значит, молодую лошадь, а также подготовить спортсмена. Это не просто подобрать, скажем, создать такую пару всадник-лошадь. Это подбирается по характеру всадника, а также по характеру лошади, по ее работоспособности, по работоспособности всадника. То есть это все, в общем, сливается в едино, и только тогда они выступают на больших международных аренах. Это все ученики школы. Вот мы сегодня провели тренировку, расскажу про, значит, у меня есть такой спортсмен Сабитов Камиль. Он многократный призер чемпионатов Азии в юношеском зачете, в юниорском зачете, а также он первый победитель Евразийской лиги. Что такое Евразийская лига? Это формат, значит, бывшего чемпионата Советского Союза. То есть, представляете, да, масштабы? Вот, она создалась в 2019 году, был проведен первый турнир такого масштаба в городе Москве. И вот наш Сабитов Камиль завоевал золотую медаль. Занимаюсь этим видом спорта с 9 лет. Так получилось, что это у нас семейный вид спорта. В общем, пришел поболеть за своего
родственника, и мне понравилось, я записался. Это да, это моя лошадь по кличке Фигаро. То есть с этим конем я с 3 лет. Да. Ему на данный момент 9 лет. Но вот видите, эту лошадь мы воспитали буквально с рождения, можно сказать, да? То есть я ее знаю на 100%, эту лошадь. Мы ее сами сделали под себя, да? И она нас знает, и мы ее знаем. Во-первых, это спортсмен, да? То есть у нас отношения идут как спортивные. То есть это мой партнер. Да, когда верхом, он мой партнер, мы выступаем, ездим, прыгаем, да, завоевываем медали, кубки. А вот как я слез с него, это мой друг. Так как мы его вырастили, это даже, можно сказать, больше, чем друг даже, да. Хорошо. Лошадь, это кобыла, ее зовут Адель. Очень красивое такое имя. Вот. Сколько лет вместе? Мы с ней не так давно, где-то полгода где-то, в общем, она перешла к нам в конкур. И сейчас мы с ней начинаем. О, пугливая, да, получается? Она такая, да, достаточно пугливая, но у нее очень добрый характер, очень она добрая, покладистая, но бывает, да, пугается, как любая лошадка может испугаться. А как вы пришли к этому виду спорта? Сколько вам лет сейчас? Мне сейчас 24, я уже занимаюсь на протяжении 10 лет конным спортом. Пришла я вообще случайно, меня позвала сюда подруга. Вот, и я осталась, мне как-то это очень понравилось. И спокойно, вот здесь не бери за повод, спокойно. Ничего, ничего, вот сюда корпусом больше вали. Хорошо. Хорошо. Отлично, погладь, погладь. Не бери за повод. Хорошо. Хорошо. Отлично. Это самый сложный вид спорта вообще, который есть. Почему? Потому что 2 живых организма, понимаете, 2 мозга, и они должны слиться в протяжении, вот почему так долго времени, да? Во-первых, физическая подготовка очень важна, физическая не так важна, важна психологическая подготовка, моральная устойчивость должна быть, понимаете? Когда ты выходишь на большие арены, там очень много людей, всякие флаги, большие музыки, громкая музыка, всякие там дети бегают, всякие цвета.